Первый поход тревел-блогеров начинается с жемчужины горной Ингушетии – Ляжгинского водопада. Горные маршруты известны как своей красотой, так и сложной проходимостью. Но это не про него. Добраться сюда не составит труда каждому желающему. Тут журналисты с легкостью преодолевают первые метры, любуясь пейзажами. Заблудиться здесь практически невозможно. Группу сопровождает гид, а мостик, перекинутый через отток Ляжгинского водопада, служит ориентиром для туристов. После переправы до цели подать рукой. Илья Шитилин приехал из Санкт-Петербурга. Путешествия по горным местностям любят, но в Ингушетии впервые. Дорога к водопаду выдалась тяжелой, признается мужчина. Я дошел, проклял все. Сейчас буду смотреть на водопад, наверное, мне полегчает. Она того стоила? Пока не знаю, потому что я еще до него не дошел. Вот, но выглядит красиво. И шумит тоже красиво. И там, наверное, прохладно, еще можно умыться холодной горной водой, поэтому будет хорошо. Всего в Ингушетии 3 водопада, но именно Ляжгинский приковывает больше всего внимания туристов по ряду факторов. Особенно он прекрасен в жаркое время года. Кстати, тревелерам особенно повезло. После дождливых дней в Ингушетии снова солнечные будни, а капли воды вблизи этого чуда природы организуют путешественникам настоящий природный холодный душ. Дошли хорошо, чуть легче, чем я себе представляла. Что самое сложное было? В подъеме? Да. Ну, главное вовремя отдышаться, немножко попить воды и все. Ну, в принципе, это не очень тяжелый подъем. Мне кажется, здесь и ребенок, и пожилой человек может вполне с палочками подняться. А пока одни отдыхают после горной прогулки, другие делятся своими эмоциями в социальных сетях и делают снимки на память. Участники пресс-тура – это представители сервиса путешествий Тутуру и российской авиакомпании Nordwind. Медиаразведка – проект сервиса путешествий Тутуру. Благодаря ему российские блогеры и журналисты открывают для себя самые разные регионы страны и знакомят с их культурой и достопримечательностями своих подписчиков. В мае прошлого года мы запустили проект «Медиаразведка», начали с Владивостока, и сейчас это 31-я медиаразведка за 1,5 года. Все гости пробудут в Ингушетии 4 дня. Тревел-блогеры успеют побывать и по достоинству оценить крупнейший башенный комплекс замкового типа Эрзи, средневековый город Игикал, замок-крепость Вовнушки, а также самый древний на территории России христианский храм Тхабаерды. Узнать культуру, традиции, обычаи ингушей и, соответственно, в своих блогах, в своих телепередачах освещать республику для того, чтобы продвигать республику Ингушетию в рамках туризма. На сегодняшний день регион активно развивается в турсфере. В республике работают 5 туроператоров, которые с легкостью организуют разнообразный отдых как в горной части, так и на равнине. А уже 22 сентября здесь пройдет гастрономический фестиваль национальной кухни, который может посетить каждый желающий. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.